Да, коллеги, все вы прекрасно знаете, что с начала спецоперации более 400 компаний ввели санкции различного рода, экономические в основном санкции там, на продление лицензий, на поставку оборудования. И, естественно, нашим министерством ведется мониторинг всей этой ситуации. И, ну, забегая вперед, хочу сказать, что несмотря на принимаемые санкции, у нас в отрасли телекоммуникаций и IT все работает. То есть, по крайней мере, мы на сегодняшний момент не испытываем каких-то сложностей в части обеспечения работы связи. Но если говорить про нормативку, можно следующий слайд, да, коллеги? Во-первых, надо сказать, что одним из первых принят указ президента Российской Федерации номер 83 от 2 марта о мерах обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий. Там подробно, наверное, многие уже об этом знают, какие меры приняты. Да, это и налоговые ставки по налогу на прибыль для аккредитованных организаций, это отсрочка службы в армии для уже уточненной с высшим образованием, кто работает в этих компаниях. Льготные кредиты, вот, и различные меры поддержки. Следующий слайд можно? Ну вот здесь я вот более подробно. Для того, чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо нужно быть аккредитованной эти компании. Это делается легко через сайт ИПГУ, да, и через портал госуслуг. Список аккредитованных компаний есть на сайте Минсвязи Российской Федерации, это спокойно можно найти. Она сейчас опубличена и с 14 марта находится в свободном доступе. Там, на последний раз смотрел, там около 28 тысяч компаний. Вот это ограничение по 7 человекам уже убирается, количество уменьшили, и, соответственно, вот эта процентовка доходов тоже меняется. Подходы меняются, надо внимательно следить за новостями. Следующий слайд. Ну, если говорить про Якутию, то у нас с Акведом, да, разработка ПО у нас 1280 компаний, из них 820 индивидуальных предпринимателей, 460 это общество ограниченной ответственности, и на 14 апреля было зарегистрировано более 100 компаний, это именно аккредитованных IT-компаний на сайте Минкомсвязи. Ну, и как вы знаете, что у нас данные за 2020 год были, это выручка компании более 4 миллиардов рублей. В принципе, довольно неплохой результат вносит в экономику республики. Да? Дальше, следующий слайд. Ну, сейчас нами приняты меры поддержки. Выдается сейчас с 8 апреля по вчерашний день начали принимать заявки по выдачу инвестиций в IT-компаниям. Это такая пассивная инвестиция за 5% доли, вот, от 5 до 10 миллионов рублей. Заявок подано 25 компаний, подали заявки, и, соответственно, 20 апреля будет рассмотрение заявок и финансирование. Но вот сейчас докапитализация венчурной компании будет проходить 2 этапа. В первом этапе вот 10 миллионов рублей. Дальше. Но также забыл сказать, что мы приняли сейчас, во-первых, вот сегодня на Илтумен проходит, снизили УСН до 1% до конца года. Это, в принципе, все предприниматели, но в том числе и IT-компании. Вот, да, и доходы минус расходы, там тоже есть определенные налоги. То есть, ну, мы сделали налоговые послабления. И для резидентов IT-парка и технопарка Якутия, в том числе с 1 апреля по конец года сделали каникулы по оплате аренды. Да, то есть я считаю, что тоже это хорошая мера. Ну и в принципе сейчас мы работаем в режиме штаба, создан оперативный штаб по поддержке этих отраслей, и мы отрабатываем с Минцифрой Российской Федерации. Я на прошлой неделе лично принимал участие у Шадаева Максута Игоревича, где озвучивал там упрощение попадания
в реестр отечественного, рассмотреть вопрос по как-то гарантийному фонду или фонду обеспечения льготных кредитов в банках, которые вот по 3% будут выдаваться IT-компаниям. Вы знаете, что у нас в IT-компании проблема всегда с обеспечением кредитных ставок, да, то есть обеспечение. Ну вот здесь этот вопрос тоже мы поставили. Ну и если говорить отдельная тема стоит вопросы кибербезопасности. С 24 февраля участились случаи кибератак, и у нас по поручению Чернышенко и указом главы республики 6 апреля создан штаб по кибербезопасности, который возложен на Совет по информационной безопасности. Руководитель штаба назначен заместитель председателя правительства Месников Сергей Васильевич. Штаб работает, у нас ведется статистика по кибератакам, проводится ряд мероприятий. Но могу сказать, что количество, у нас, громко говорить не буду, у нас все работает стабильно, мы все меры приняты, они, в принципе, адекватно, оценены нашими коллегами по цеху, да, то есть там все нормально у нас. Следующий слайд. Если говорить уже про импортозамещение конкретно, да, то есть, в принципе, если по нашим органам государственной власти говорить, да, пока в целом, тут надо сказать, что в плане программного обеспечения у нас там проблем нет, мы особо не видим, но в части железа, конечно, вопросы есть, и мы там, наверное, делаем больше упор не на импортозамещение в плане железа, а и, наверное, поиск альтернативных поставщиков, которые, скажем так, работают с нами. Это и Китайская Народная Республика, и другие страны, которые, в принципе, готовы поставить нам оборудование. В части средств защиты информации у нас проблем нет. Вот и Касперский, и CryptoPro, и Max Patrol, это все российские разработки. Также мы уходим с Cisco на UserGate, это в плане защиты информации, то есть здесь проблем нет. Следующий слайд. Также работу ведем по приемным станциям, там тоже не видим таких больших проблем. Более того, мы договорились, что ВОЗ будет строиться у нас по тем планам, которые мы планировали заранее. Дальше. По серверной части есть решение Aquarius, LTEH. По модификациям, наверное, будем работать с коллегами из Китая, но дальше будет видно. Следующий слайд. По сервисам электронной почты на Communicate Pro переходим. По видеоконференц-связи очень много решений. Это от Трюконфа, заканчивая Винтео. Даже есть якутская разработка, называется Континент, но она требует тоже сейчас доработки. В принципе, по программному офисному обеспечению мы переходим на мой офис. Там тоже вполне хорошее российское решение, которое ничем не хуже решения от компании Microsoft. Следующий слайд. И по операционным системам либо Astra Linux, либо Alt Linux пока еще не выбрали. И с точки зрения компьютерной техники тоже есть решение компании Ядро и Aquarius. Следующий слайд. В целом у меня все. Могу сказать, что в принципе вот эти санкции, они стимулируют, скажем так, развитие местного производства, да, то есть понятно, что открываются рынки крупных корпораций, мы уже ведем переговоры с Алроса и надеемся, что это как раз станет стимулом для заказа у местных компаний. По крайней мере, в части ГИСов для государства мы видим ориентацию местных компаний для того, чтобы делать программное обеспечение для государства, для госкорпораций. Есть уже решения, внедренные в нашей типографии. Вот сейчас будем работать по другим компаниям. И Минцифра, и фонд Рефри поддерживают эти решения. То есть тоже, скажем так, довольно серьезно поддерживают эти истории. То есть там есть истории на 70/30, когда акционерное общество может или предприятие покупает отечественное ПО,
и 70% из этой суммы компенсирует из фонда. Поэтому призываем все компании покупать отечественные ПО, да, и, соответственно, компенсировать часть расходов с фонда. Что касается телекоммуникаций, мы вот на последнем оперштабе я поднял вопрос того, чтобы внедрять систему инвестиционного налогового вычета. Вы знаете, есть такой инструмент в стране. Речь идет о налоге на прибыль для региональной части. В принципе, глава эту историю поддержал. Сейчас дано нам поручение провести расчеты. Я вот вижу здесь коллеги по цеху, которые и сотовые операторы, и другие операторы. Мы в частном порядке сейчас на всех уходим, отрабатываем. В принципе, это вполне себе история. Такую историю развернуть и на территории республики. Да, мы готовы поддержать и телекоммуникационные компании, понимаем, что санкционное давление очень сильно повлияло и на наших операторов связи, поэтому республика здесь готова тоже, скажем так, подставить плечо для того, чтобы в трудные минуты, конечно, особенно инвестиционные программы не сворачивались, потому что риск такой есть, да, такая ситуация возможна, но поэтому мы готовы со своей стороны эту историю рассматривать. Для этого нужно, необходимо отрабатывать по материалам, да. Там целый пакет документов надо принимать, но эту работу то есть я это уже озвучил, мы эту работу будем вести. Поэтому это тоже. Кратко у меня все. Доклад окончен, готов ответить на вопрос. Хорошо, спасибо.